мы-то сегодня пользуемся компьютером, да? Тогда мы в школе начинали писать, 60-е годы, это перьевая ручка называется, простая ручка, да? Макаешь чернильницу и пишешь. Потом в более старших классах авторучка, когда авторучка набирается уже чернила и писали. Но в начальном звене не разрешали писать домашние задания только перьевой ручкой, чтобы каллиграфия была правильная, да, чтобы красиво писал. Потом чуть по старшим классам появились какие-то непонятные стержни. Вот. И они пишут, вот. А ручек нет. И мы пытались таким образом цветной карандаш, черный карандаш мы бросали в воду, значит, карандаш набухал, и оттуда стержень вытаскивали, и вместо этого стержня вкладывали вот эту пасту. И таким образом писали, делали домашнее задание. А учительница брала раз, зачеркивала, единица, потому что нельзя писать только пером. Вот были такие, да, такой этап. А потом уже появились ручки, да, шариковые. Ну вот по вашей оценке, вот когда вы писали пером, действительно это помогало? Да, это действительно помогало, где нажимать надо сильнее, где ослабить немного, да, поэтому и каллиграфия смотрится намного лучше, и ведь даже азбука, там было прописные тетради, пропись, да, там именно показано таким образом, как надо делать, писать вот буквы вот простым пером. Это дисциплинировало детей нас, и мы видели результаты своего труда, как мы пишем красиво, как и полагается. Да.